Здравствуйте! В эфире «Новый день». На календаре среда, 17 июня. Уже послезавтра состоится командный чемпионат по легкой атлетике. Вы еще успеете купить билеты на соревнования. Их можно приобрести в кассах Детского мира, Мегамола, Дома торговли, Дома мод в Чебоксарах, в торговом центре «Алип» в Новочебоксарске, а также на сайте чемпионата. 19 июня билетная касса откроется и на стадионе «Олимпийский». Стоимость варьируется от 200 до 800 рублей. Билеты можно приобрести сразу на оба дня состязаний. И напомню, что 19 июня на Красной площади состоится торжественное открытие чемпионата Европы. Сами соревнования пройдут в эти выходные на стадионе «Олимпийский». Торжественное награждение победителей состоится 21 июня вечером. Гуляя по заливу, я встретила двух удивительных людей. Сложно поверить, но этому велосипеду 40 лет. 4 недели назад гость из Германии Ричард выехал на нем в Чебоксары. И вот он приехал к нам в гости. Ричарду Кроху из Германии 62 года. На своем стареньком велосипеде он уже объездил пол Европы, а потом решил отправиться в путешествие по берегам Волги. Не зная русского языка, Ричард посетил многие крупные города России, в том числе и столицу Чувашии. Самое главное — хотеть разговаривать друг с другом, даже не зная языка. Можно говорить с помощью рук, с помощью ног, с помощью чего угодно. Главное — хотеть разговаривать. В Чебоксары велопутешественник приехал по программе каучсерфинга, что означает бесплатное путешествие. Туристы со всего мира находят друг друга в интернете и приглашают погостить. Здесь немецкого велосипедиста встретили друзья и родственники чувашского велопутешественника Никиты Васильева. Сам Никита встретился с гостем на следующий день, вернувшись с велотура продолжительностью в 14 месяцев. 23-летний парень, географ по образованию, объездил все регионы и страны Северного Кавказа, доехал до границы с Турцией и повернул обратно. Передвигался я исключительно на велосипеде, только на велосипеде. Общественный транспорт я не признаю. И я как пропагандирую вообще велосипед как транспорт, как средство передвижения. А где все-таки тебе больше всего понравилось? Ну, это сложный вопрос, где больше всего, прям такого нет. Мне везде нравится, то есть у меня девиз «хорошо там, где я есть», хотя бытует мнение, что все наоборот, а у меня, где моя палатка, там и мой дом. Времена года меняются, и, по крайней мере, нужна теплая одежда, нужна одежда летняя. Большой ли у тебя был с собой багаж? Да, но если брать теплую одежду, то здесь такой круговорот одежды, потому что где-то мне подарят одежду, какие-то семьи, ну просто ненужные вещи есть, а зная, что впереди зима, они как-то дают мне вещи. Питался я, конечно, гречкой, потому что это самый такой полезный продукт и самый простой в дороге. В Волгоградской области я жил в казахской семье неделю, я с ними трудился, помогал им убирать зимний загон. Рад помочь кому-то, потому что труд, он сближает очень сильно с людьми. Никита признается, что, познакомившись с культурой жителей Кавказа, он еще больше полюбил свою родину. Ричарду Чебоксары также пришлись по душе. Я очень много ходил по Чебоксарам, ездил вместе с Никитой. Это очень зеленый город, и мне здесь очень нравится. Германия, конечно, дом всегда лучше. Чебоксары — моя республика, главное, я ее полностью люблю, я ее всю объездил на велосипеде, так что там, как говорится, где родился, там и пригодился, поэтому только Чебоксары. Теперь Никита планирует объездить все чувашские поселения в Поволжье, ну а Ричард отправился дальше, в Елабугу. На сегодня у меня все. Я желаю вам новых эмоций и ярких впечатлений. До свидания!